Митинги несанкционированные и официально разрешенные. Что общего и в чем различие? Общее в том, что и там ругают власть. Различие. А организаторы не прячутся. Представители власти стоят спокойно, никого не задерживают. Ну, собственно, и собравшихся меньше. Лица спрятаны под масками, краски на флагах разные. Это то место, где левые и правые вместе собрались против центра. С трибуны было объявлено, что организаторы – физические лица, но лишь один из них не стал обозначать свою принадлежность к партии. Марсель Шамсудинов, ранее известный как представитель партии «Парнас», на этот раз объявил себя просто политиком и общественным деятелем. Мы выступаем за всю демократическую Россию. Так получилось, что только у нас в Казани мы смогли организовать этот митинг. Мы ответственны за всю страну демократическую сейчас. Ура! Каждый выступающий произносил слова о деградации власти, необходимости смены ее и законов. Одни просто констатировали проблемы, другие призывали к конкретным действиям. Я прошу всех, у кого есть возможность не уезжать, остаться в стране и пытаться изменить нашу страну к лучшему. Потому что когда эта власть рухнет, нам понадобится сотни тысяч людей, которые будут менять эту страну к лучшему. Организаторы все же представители общественных движений и партий, причем не парламентских. Первое – это против политических репрессий, в том числе по событиям 23 января и 31 января. И в целом против коррупции в нашей стране, против фальсификации на выборах и за изменение выборного законодательства. Более разнообразным было представительство тех, кто пришел посмотреть и послушать. Я за компанию, я не сказать, что сильно политически активный, чисто поржать. Человек должен быть как мужчина с большой буквы слова, своим словам хозяин. А если такого нет, до свидания, товарищ с бункера. Это в эфир, наверное, не попадет, я больше чем уверен. Официально было разрешено присутствие на митинге 200 человек. Для этого была подготовлена площадка, обозначенная 3 слоями металлических ограждений. Те, кто не успел пройти на эту площадку, могли наблюдать за происходящим за заборчиком. За свободу политических заключенных. Если мы не будем выходить сегодня, на их месте окажемся мы. Мы за политические реформы, чтобы, как во всем демократическом мире, была сменяемость власти. Это потому, что люди сегодня не имеют социального лифта. Нет лидеров, которые могли бы озвучить. Ведь не секрет, что каждый человек, как говорил Ленин Кухарка, он же не будет сидеть и формировать свои запросы. И мимо проходили, сюда решили зайти, да? Я просто хотел, чтобы мир был, и это был. Все. А насчет Путина? Если Путин не был бы, Америка нас завоевала бы. Рядом, на территории центрального стадиона, в это же время проходило детское спортивное мероприятие, звуки от которого были хорошо слышны участникам митинга. Организаторы политического мероприятия усмотрели здесь подвох. Мы слышим, как боится нас эта власть. Они специально дали нам место около центрального стадиона, чтобы использовать звуковые установки центрального стадиона и глушить нас митинг. Первый этап 4 февраля, второй этап на прошлой неделе должны были, но из-за холодов отменили, поэтому решили сегодня провести. Красные и белые, молодые и пожилые, полиция и митингующие на этот раз не стали спорить. Мероприятие закончилось в положенное время без конфликтов. Резолюцию приняли, обещали продолжить. Будьте добры, кто с ёршиками, подойдите, пожалуйста, есть прекрасные косунки, я сейчас всем раздам. Зуфар Давлетшин, Михаил Любимов, Андрей Мохов, Рамзиль Гарипов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.